У цягніку 71 контейнер, у 39 з іх перевозяться автозапчасткі концерна BMW, у астатніх вироби з чорних металаў, абсталяванне і таксама автозапчасткі. Галоўная перавага маршруту – хуткасць. Шлях цягніка усяго 7-8 дзён. Беларусь, як галоўнае звено ў накірунку паміж усходам і захадам, трывала займае свае пазіцыі. Дынаміка развіцця яскрава бачна ў лічбах. Калі ўсё пачыналася з 2500 контейнераў у год, то зараз гэта лічба складае да 400 000. Стратэгічнасць і хуткасць. Звычайны контейнерны цягнік з Китая рухаецца 12-14 суток. Морам такі шлях може складаць до 60 суток. Развитие перевозок в сообщении с Китаем относится к стратегическим направлениям белорусской железной дороги. Создаются соответствующие условия для их развития, в том числе и для терминальной обработки грузов. То есть развивается как и взаимодействие с бизнесом в плане создания условий, так и развития инфраструктуры под те объемы, которые мы можем обрабатывать. Мы активно развиваем вместе с нашими белорусскими экспортерами и экспортные отправки в Китай. В этом году уже отправлен 10-й полносоставный контейнерный поезд с сухим молоком в Китай. Прорабатываются различные варианты по доставке и другой продукции. То есть мы готовы к тем объемам, которые предложат наши белорусские экспортеры по обеспечению экспорта перевозок в Китай. Добрай падтрымкай у развіцці праекта стала мадэрнізацыя брэсцкага чыгуначнага тэрмінала. Зараз яго магутнасць дазваляе адпраўляць до 1 миллиона контейнераў у год. На сегодняшний день альтернативы Бресту нет. По развитию инфраструктуры как железнодорожной, так и пограничной, так и таможенной, особенно с польской стороны. Вот, поэтому серьезно сейчас реконструкция польской стороны, там с учетом Евросоюза идет несколько очень инвестиционных проектов. И только что была закончена реконструкция станции Брест-Северный, здесь контейнерная площадка новая, здесь новая приобретенная техника. И по заверению белорусской дороги это позволит емкость увеличить почти в 2 раза. Паскорныя контейнерныя цягнікі курсіруюць па маршруце Брэст-Забайкальск, пачынаючы з кастрычніка 2011 года. У цяперашні час рэгулярнасць гэтага сервісу складае ў сярэднім 3-4 цягніка на тыдзень. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».